Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Я беру свою фотокамеру и отправляюсь в долгие прогулки по полуострову для того, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому в эфире телеканала АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Прогулки по Крыму с Алексеем Гайворонским. Давайте вместе откроем эту землю. Если задаться вопросом, где располагалась столица Крымского ханства, то ответ совершенно очевиден. Конечно же, в Бахчисарае. Такой ответ вполне верен и все-таки не полон. Ведь в 1532 году, когда был основан Бахчисарай, с момента возникновения Крымского ханства прошло уже 90 лет. Тот, кто подробнее знаком с историей Крыма, может добавить, что до той поры ставка крымских ханов находилась в крепости Кыркьер, нынешнем Чифуткале. И это тоже будет правдой, и тоже лишь частичной. Ведь в документах первых крымских ханов, помимо Кыркьера и Бахчисарая, упоминается постоянно и другая резиденция – Девлет-Сарай. Что же это было за место? Сегодня мы пройдемся по старым бахчисарайским кварталам и поговорим о том, где же находилась столица крымско-татарского государства до того, как был основан Бахчисарай. Салачикское ущелье на окраине современного Бахчисарая – это очень удобное и безопасное место для жительства. Здесь из недр земли бьют многочисленные чистые родники, и тут нету недостатка во влаге. Просторная горная котловина со всех сторон окружена отвесными скалами, которые защищают ее от зимних вьюг. Узкие проходы, что ведут сюда между скал, в старину были перегорожены стенами и воротами. Но если бы даже противник и преодолел их, здешние жители могли найти надежное убежище на вершине горы Чифуткале. Неудивительно, что люди поселились в этих местах очень давно. Например, в одной из здешних пещер когда-то располагалась стоянка первобытного человека, известная специалистам как стоянка Староселья. Помимо каменных орудий, вокруг нее было найдено и множество костей животных, в частности дикого осла, который уже давно не водится в Крыму. Обилие подобных находок позволяет предполагать, что доисторические охотники устраивали здесь массовые облавы. Они окружали большие стада на вершине горы, загоняли их сверху к краю обрыва и вынуждали падать вниз. Салачикское ущелье изобилует археологическими памятниками и более поздних эпох. В разных его местах обнаружены захоронения и следы селений, тавров, гота-алам и других древних народностей. Словом, люди обживали эту местность непрерывно на протяжении тысяч лет. Один из примечательных здешних памятников – это пещерный монастырь. Здесь молились потомки готов, алан и греков, что исповедовали христианство.
Монастырь был посвящен Деве Марии, или, как ее называют в исламе, Мириам. Отсюда произошло крымско-татарское название Балки, в которой стоит монастырь – Марьям-Дере. Сохранились интересные сведения об отношении к этому монастырю первого крымского хана. Известно, что когда Хаджи Герай после тяжелой борьбы с соперниками взошел на крымский трон, он продал 2 своих коней, приказал купить на эти деньги воску, сделать из него 2 огромные свечи и пожаловать их монастырю. Таким шагом хан, конечно же, обеспечил себе широкую поддержку своих немусульманских подданных, причем это не единственное свидетельство о терпимости и человечности Хаджи Герая по отношению к ним. Однако, какие же памятники в Салачикском ущелье способны пролить свет на вопрос о столице первых крымских ханов? Это, прежде всего, 2 старинных здания под серыми кровлями, что возвышаются в самом центре горной котловины. И дальнейший разговор пойдет именно о них. Наш неизменный спутник в прогулках по Крыму, турецкий путешественник Эвлия Челеби, в 1660-х годах тоже побывал в этом селении. Кое-что из увиденного и описанного им здесь сохранилось тут по сей день. Например, путешественник упоминает о большом медресе Менгли Герайхана, и нетрудно убедиться, что это здание до сих пор стоит на своем месте. Также он пишет и о банях. Недалеко от этого медресе, говорит он, осталась прекрасная светлая баня с отличной водой, воздухом и зданием. И действительно, эти руины являются ничем иным, как фундаментами городских бань. А вот следовать за автором дальше нам будет значительно сложнее. Напротив этой бани, через дорогу, продолжает Эвлия, древний дворец Джучи Герайхана. Как было сказано, прежние ханы жили в этом здании. И тут нам остается лишь остановиться, не зная, куда направиться дальше. Ведь ни через дорогу, ни где бы то ни было еще мы не увидим здесь никакого дворца. А обращение к тексту источника лишь еще более усиливает нашу растерянность. Ведь далее Эвлия начинает описывать второй дворец. На дороге, ведущей от дворца, есть высокий дворец правосудия. Там ханы проводили кырынюши, то есть собирали диваны, государственные советы. Этот дворец крыт досками, и на нем есть полумесяц из чистого золота. Теперь в этом дворце нет ничего, кроме оружейной. Дверь постоянно заперта, а над воротами располагается тарих, то есть надпись с датой постройки, звучавшая так: «В этот благословенный час при помощи помогающего построил и благоустроил этот дворец сын Шаха и победоносное знамя рода чингизидов Сахиб Герай». Но, может быть, путешественник что-то путает, и никаких дворцов здесь на самом деле не было? Ничуть нет. Ведь упомянутая надпись с тарихом сохранилась, и ее слова можно прочесть на камне, что вмурован в арку внутри ханского медресе. Хорошо видно, что надпись обрезана на четверть с левого края. Очевидно, она попала сюда весьма поздно, уже после того, как дворец был снесен. Эвлия описывает эти дворцы как старые ханские жилища, уже опустевшие и покинутые к его времени.
Однако из ханской документации прежних столетий мы можем узнать, как называлась эта старая резиденция. Она именовалась Девлет-Сарай. Впервые это название встречается в письмах и прочих документах Менгли-Герая в первые годы XVI века. К тому же десятилетию принадлежат и надписи, монументальные надписи на стенах древних зданий Солочака. И такое совпадение далеко не случайно. Это были годы великих свершений в крымской истории. Хан Менгли-Герай готовился к решающей битве в борьбе за независимость Крыма от ордынских правителей. В июне 1502 года на берегах Днепра он победил последнего ордынского хана шейха Ахмеда и по обычаям того времени сам получил правом именоваться ханом не только Крыма, но и всей Великой Орды. Этим титулом впоследствии пользовался и он сам, и его потомки на крымском троне. Ставка же Менгли-Герая, согласно тому же обычаю, приобрела статус столицы всех бывших ордынских владений. Еще за несколько лет до своей окончательной победы хан пожелал обновить и украсить ее. Для этого он задействовал строителей из Крыма, Турции и даже Италии. Столица любого мусульманского государства, будь то Стамбул, Каир, Багдад или иной столичный город, отличалась от прочих городов своей страны непременным наличием в ней 5 построек, которые подчеркивали ее столичный статус. Первым, конечно, был дворец правителей государства. Вторым – главная столичная мечеть. Третьим – учебное заведение, где готовили духовенство и кадры для государственной службы. Четвертым – кладбище правящей династии. И, наконец, пятым – какая-нибудь постройка, которую повелители возводили на собственные средства в качестве благотворительного дара горожанам. Это могла быть больница, общественные бани или что-либо другое. Данному обычаю при обновлении своей столицы последовал и Менгли-Герай. По его повелению в Солочикском ущелье на рубеже 15 и 16 столетий, очевидно, наряду со многими другими зданиями, поднялись 5 столичных построек. 2 из них дошли до наших дней в относительной целости. Это мусульманское духовное учебное заведение Зенджирлы-Медресе, а также мавзолей первых крымских ханов. 3 других постройки не уцелели, однако кое-какие следы сохранились и от них. Мы отыщем их в последующих передачах и подробно поговорим о каждом из этих 5 уникальных памятников. Что же до селения, в котором находились эти строения, то Солочик так и не стал всеордынской столицей. На осколках побежденной Менгли-Гераем Орды возникли самостоятельные государства, партнеры Крыма на международной арене – Казанское и Астраханское ханство. А затем в 2 километрах от Девлет-Сарая был основан Бахчисарай, которому и суждено было вырасти в большой город. Солочик же превратился в тихий и уютный столичный пригород, которому уделили немало похвал и Евлия Челеби, и другие путешественники. В XIX и начале XX века далеко за пределами Солочака славился основанный еще Менгли-Гераем Центр мусульманской учености в Зенджирлы-Медресе, а еще мастерство музыкантов из числа крымских цыган, что проживали в Солочаке и часто украшали своей игрой бахчисарайские свадьбы. Сохранившиеся памятники исторического квартала Солочик заслуживают того, чтобы об их важном значении в крымской истории узнал каждый житель Крыма. Их серьезное изучение началось лишь недавно, и хочется надеяться, что в скором будущем облик позабытой ханской столицы Девлет-Сарай будет воссоздан во всех его подробностях.
И сейчас мы делаем первые шаги к этому.